тоже сидят. Первый пошел. Очень много косача, ребят, по дороге. Второй пошел. А перелетают. Ой, сколько их много-то. Ё-моё. Вон они где все, братцы. Красота. Что, братцы, всем доброго утра. Хорошее настроение у меня. Прям такое шикарное. Еду по дороге зимней. Дорога соединяет поселок и село. И по дороге поднял группу косача. Не знаю, штук, наверное, 40 особей. Я прям удивился, то что в округе еще столько косача. Вон буквально метров 50 они сидят на деревьях. Приветствуют, курлыкают немножко. А у нас сегодня, ребят, рыбалка по плану. Сегодня интересный контент. Прям такой немного непонятный, ребят. Но хочу вас, во-первых, познакомить со своим давнейшим другом, так можно сказать. Потому что я с 3 лет уже рыбачу, так скажем. На зимнюю рыбалку начал ходить, наверное, на лямпах с 1 класса. И река соединяет поселок и село. И я, получается, с поселка. А парнишка, к кому я сегодня еду, он с села. И на реке мы познакомились. Несмотря на мой возраст, то что я был очень молодым, а он уже в возрасте, мы с ним познакомились, подружились и рыбачили. Часто встречались на реке. Раньше телефонов, ребят, не было. И очень дружили, так скажем. Но потом это все забылось. Я переехал маленько подальше. Другая жизнь. Но рыбалка у меня остается. И здесь буквально на днях, ребята, мы встречаемся. Я ехал с лесной речки через это село и встретил его. И мы переговорили с ним, обменялись телефонами. И сегодня, ребят, я еду к нему в гости. Еду к нему в гости на его рыбалку. Рыбалка, ребят, будет промысловая. Я покажу, как деревенские рыбачат себе на пропитание. Они не сидят удочками, они ставят под лед сеть небольшого размера и как-то пытаются поймать рыбу себе в пропитание. Вот реально в пропитание, ребят, потому что Леха, так зовут кентуху моего, да, ну, сказать, не особо богато живет, и, соответственно, какие-то понятия о отдыхе и рыбалке у него нету. У него есть цель поехать, поймать себе рыбы на пропитание. Морозное утро, ребят. Идем прямо к солнцу. Вчера созвонились и договорились, с утра я к нему подъезжаю, его забираю, и мы едем на речку, потом едем на озеро, будем ставить там сетку. Я немного вам, ребят, покажу, как что. Ну и в целом проведем сегодня время на реке, на морозце. Красота, ребята. Загрузился по минимуму. Взял ящик рыболовный, пару буров, бензин, там продукты, кан, сани для Лехи, чтобы посадить его. В целом как бы пустой. Иду заряженно, бодро, весело. Все, ребят, предлагаю со мной прокатиться, подышать воздухом, ну и порыбачить. Виднеются дома, а уже подхожу, вот уже построечки пошли, скоро буду у Лехи. До Лехи, вот в таком доме он живет. Сейчас будем заходить. Ну как там? Ты готов? Да я просто всю ночь штопал, блядь, да понятно. А, сетки штопал, да? А? Да, блядь, там дурак. Ну, понятно. Сюда, ребята, круглый. Ну, у Лехи собака.
Мы с тобой не определили? Да, Сказал, с утра подъедем и Сочи. блядь, не замерзнуть там. Да что, 22 градуса вроде, не особо. Не, ну днем скажем, будет теплее. Блядь. Прошлой стороны то, что он не скажет, блядь, длинные они сюда. Рыжик. Рыжик. Чего? Сейчас тебе хозяин рыбки поймает. Рыжик. Блядь, если глубоко, то похуй. А вот так то она жесткая. 2. Это все равно он. Так ты, получается, лег, дом большой, да, только ты... Ну, Дом там летняя комната, он еще есть. Там. Ага. И тут вон комната. И... а топишь как бы чисто вот эту, да, помещаешь? Это я потоплю, нахуй. И то. Угу. Так, это надо взять. Ай, красавец. Иди сюда. Рыбу хочешь, да? Рыбы нету. Хозяин не рыбачил, морозы были. Ну, сейчас, наверное, поймаем тебе что-нибудь. Рыбку какую-нибудь. На рыбалку не надо. Я то и говорю, у тебя кот уже... Он уже, блядь, заранее мяукает, заебал. Он уже чувствует, то, что хозяин придет с рыбой. Блядь, я парыши-то закупили, чуть-чуть нахуй не надо. Да я тебе потом привезу опарышек червей. С запасом. На весну, чтобы у тебя было. Это неправильно, да? А, спереди у тебя пусто. А, блядь, я ведь не знал. У меня же тут еще сани, Тут можно грузить, знаешь сколько, блядь? Ложи куда-нибудь. Ну все, ехаем, ребят. Волки выходили, свежие следы. В поселке у нас тоже 4 собаки порвало. Вот они заходили, выходили, да, Лех? Да, они, да. Видишь? Они, наверное, вот туда, может, пришли, а там, может, ушли. Ну да, да, да. Ага. Да, начали лазить, блин. Холодно, голодно. Пошли в поселок, блин. Все, друзья, мы на реке. Сейчас будем подниматься. О, ребята, красота какая! Ух, бомба! Бомба, пушка, петарда. Вот так вот клево, вот так нормально. Прям. Как? Блин, снега видал сколько? Вообще полностью проваливается, но тащит нормально. Я тут потерялся, приехал, блядь. Потерялся? Ну. Задом, потому что едешь. Ну что, добрались мы до озера. Значит, я сейчас вырублю ветки, Леха сказал, метров 3 на высотой. Ну, сколько глубина получается? Метр на налет и метров 2 глубина будет относительно. И сейчас
Леха уже начал бурить. Будем разбуривать полосу, чтобы протянуть прогон, протянуть веревку подо льдом и уже запустить сеть. Сейчас заеду, ребята, вырублю ивник какой-нибудь. Ивы здесь вот много. Вот, ребята, волки везде, смотрите. Вот опять тропа волчья. Вот они шли, свежие. Свежие, ребята, следы, видите? Вот, ребят, чтобы вы понимали, я вот проваливаюсь почти под бубенцы. Но снег немножко уплотнился. Собака держится. Так. Ну, сейчас. Вон они тут везде ходили, блин. Свежие следы. Свежие следы. А вот тут сейчас иву нарублю. Мороз и солнце. День чудесный. Аж не рубится, а лопается как-то, колется. Сейчас подтащим. Че, как бурится, Лех? Не, бурится нормально. Хорошо? Я боюсь, что снега Ну, Лех. Не, Лех, ну ты же видел, какие морозы. Ты же должен знать, что промерзло все капитально. А зачем ты снег чистишь, Лех? Снег зачем чистишь? Ну, проволока, блядь, не будет проволока. А, все понятно. Через сколько ты буришь? Через сколько буришь, говорю? Каждые полметра получается будет, да? Процесс такой, чтобы прогон запустить, надо вот пробуриться. Тут набуришься, Лех, нормально. Расстояние больше, ты имеешь в виду? Ну сейчас попробуй, посмотрим, что получится у тебя, нет. Ну как-то так, ребят. Так, Леха сказал еще взять вот большой бур. Я взял вот 130, ребята. Это получается там, где будет проверяться сеть. По идее делается это майна, конечно. Но сетки небольшие у него. Нет, проволока. Вон, так. Там прям мельче. Там у меня мелко сделал, да. Видал, Лех, какой мы профессионал, бля. Я как будто всю жизнь стоял, бля. Прогоны, блин. Нет, да? Опа. Есть контакт.
Вот такие дела, ребята. Да, потрудиться надо, чтобы поставить, конечно. Я говорю, потрудиться надо, чтобы поставить. Чай заварной, ребята. Красота. Заварил чайку. Так, это тут у нас последняя, Леха, да, лунка? Последняя лунка подискосок, да? Да. Подискосок бурится почему? Проверка, да, идет? Чтобы доставать его вот именно так. Да, ну. Чтоб не упиралось, да, ничего? Да, чтоб зубы. Вот так, ребята, последняя бурится подискосок. Здесь будет выходить сетка после проверки. Ну что, у нас последняя лунка. Прогон мы прогнали. Сейчас Леха будет заводить. А я буду протаскивать. Сейчас 45-я. Ну да. Сколько мы, Лех, бурили? Час, наверное, да? Уходит времени. Так, все, конец оставляю. Вот таким нелегким способом протянули прогон. И теперь я буду тащить все это дело, а Леха будет заводить. Пошел, да? Хорошо. О, видишь, рыбка большая. А вот прикинь, ничего не пропадет. Большая и еще побольше, да? Лёх? Надо, чтобы на глубину, видишь, на глубине. Ручка на глубине. Не цепляется ручка. Ну эти не высокие, там одна еще высокая. Вот этого кусок. Ну там метров 10 надо, 12. Вот видишь, весной мы На, Лёх, держи. нашли место, вот где это. У меня тут подарок Лёхе есть. Кстати, наколенники я надел. Братски, спасибо. А здесь у меня тоже наколенники. Ребята, спасибо вам за подгоны. Отдам я Лёхе. Ему такие вещи нужны. И крючки на налима подарю человеку. Так, чисто символически. А с снастями потом чем-нибудь помогу Лёхе, потому что вообще ничего нету. Все старое. А жить как-то надо. Лёха, у меня тут подарок тебе. Видишь, у меня наколенники. Вот тебе тоже, держи. Это ребята присылали. Держи. Вот так. Одевай. И когда-нибудь хочешь приступить, уже коленка будет в тепле. Там липучки. Там липучки, Лех. Залепляй. Да-да-да, вот так. О, вот так. И держи вторую. Хоккеистом будешь. Нет. А это тебе на тычке, Лех. На тычке на налима. На живца. Ты же тоже на лимяте. Ну что, одну сеть установили. Немного согрелись, выпили 100 грамм. И продолжаем дальше. Сейчас небольшая сеточка у нас. Все то же самое.
Ветерок, прохладно, куропаточка сидит рядом. Ну, начнем. Но он короткий. То опять дырки такие большие дела. Эти расстояния. Подожди, Лех. Что там? Да. Что там после берега трава, наверное, не берет, да, блядь? Не берет, Лех. А? Не берет? Далеко, бля. И что? Пробурить? Все, давай. Ага. Стой. Спеши, не спеши. У меня к сапогам вон прилипло. Давай еще. Сапогам. Пока ходил, вон зацепилась и примерзла. Давай еще. Все, стой. Сейчас груз еще один. Наверное, хватит. Ну, это давление, это хорошо. Но мне осенью тоже понравилось там. У себя там на повороте, да. Ох ты, блин, это нахуй. Как это мотает? Только толсто не делай. Потуже. Имел как раз. Фишка будет. Так, друзья, ну что, третья сеточка. Маленькая, не по метров 10. Одна вот чуть побольше получилась. Вот. Время уже к обеду. Ну, долго все это. Очень, конечно. Не, ну мелко как будет. Энергозатратно, наверное. Сейчас поставим, что-нибудь пообедаем. Уже кушать Если охота. мелко будет, то ходят по- Солнышко греет, ну и ветер холодный. Я так вот лишнее уже убираю, думаю. Что, легче было просто. Что, ну сразу проходит, нормально. Нормально? Да, Лёх, Можно, Лех, работать. нормально. Глубоко, да? Очень глубоко, смотри. Да? Тебе надо и будет тогда надо. Ой, вырос, блядь, хуй. Что, сейчас быстро обед приготовлю. Менты, блядь, много за... Нихуя он, блядь, у него, блядь.
Масло, ребят, замерзло. Смотрите, как гель. Вот эта кухня. Так, ребята, тефтели у нас будут с красным вином. В сумочке есть всегда штопор, винишко красная, красота. Леха порадуется такому обеду, я думаю. Откроется, не откроется на морозе. Открылась. Отлично. Не прожарились, ребята. Сверху подгорает, а внутри сырые. Придется по-босяцки сделать рубленые котлеты. Ну а что тут, на природе нормально. Все уйдет. Придется как-то так. Ну иначе. Не сырые же есть. Мороз. Мороз тяжело. Как аристократы, блядь, слышь. Смотри. Сухое, да? Как? Сухое, да? А я даже не знаю. Да, наверное. Последний раз я пил Сухое красное. у Вити длинного такое было. Прямо было, я считаю, было. Ну-ка, подними-ка это как вилку. Сюда положу. Вот так. Ну, последняя сестра осталась. Давай. Давай эту, за рыбалку. Эту мелкую говоришь, не будем. Да? Ну а что, мы не успеваем, если мы так с тобой порешали. Понимаешь, если было бы, конечно, что, в принципе, до 6 можно находиться, до даже полседьмого. Да. Ну а так нам вернуться надо. Я же тоже потом в поселок не поеду. У тебя я загостю. Загостю, так скажем. Так что гостем буду. Обед, ребята, царский получился. Перекусили. Чаю и сейчас последнюю. Я, правда, уже замотался. Столько лунок сделать, это жесть. Лунки, ребят, махом замерзают. Веревка уже тоже прогон, одно название. Но мне интересно было посмотреть на весь этот Макар. Так-то бы как бы я знал, что да как. Ну, с человеком за компанию помог. Вам покажу, ребята, что да как на северах рыбачат, как ставят. Ну так потихоньку иду. Давай.
Да. Тяжелая работа, холодно. Холодно, ветер. Ну, ребята, дела сделаны у нас. Не знаю. Попадется Лехе что-то, нет. Рыба мечты. Едем до дому, до деревни. О, я столько лунок в жизни, ребят, не бурил. Охренеть. Весь сырой, весь снежный. Ну ладно. Ехаем. Поехали. Очень красиво, ребят. Не забываем, когда мы устали, когда все надоело, сырые, голодные. Ну, мы не голодные, в принципе. Наблюдать, ребят, за такими пейзажами. Вот такую красоту, мороз. Ну, кто ее увидит? Никто. Здесь ни одной души нету. Блин, вообще круто. Рябчика и куропатку видели. Красота. Так, ребята, у меня два путя. Или я ночую Лёхи и завтра показываю сегодняшнюю работу, но в плане рыбы. Потому что это рыбалка, правильно, ребята? Хочу у Лёхи, ночуем у него, в теремке его нам. Или махануть до дому, потерять время, бензин. И с утра опять же приехать к нему. В принципе, временем располагаю. Так что, наверное, переночую здесь. Сейчас заедем в деревенский магазин. Он здесь, ребят, всего лишь один. И работает не круглосуточно, даже не до 10. Он работает до 4 часов вечера. А в выходные даже и то меньше. До 2 там, что ли. Вот, надо заехать за продуктами. Что-то приготовить, поужинать. Так что у нас есть час добраться до магазина. Но вроде как успеваем. Такой магазин. Соблюдайте дистанцию 1,5 метра друг от друга. Без масок не заходить. Здравствуйте. У вас сигареты есть? Какие-нибудь? Куреха? Нету? Нормальных-то и нету. Нет нормальных? Нету. А что есть вообще? А вообще ничего нет. Вообще ничего нету, да? Плохо, печально. Ну так, ребята. Ну, в принципе, что, все есть. Печное отопление, чайник, шампунь, трусы, ведра. Небольшой ассортимент алкоголя. Ну, деревенский магазин. Все, тушенку забрали, макароны забрали. Все, купили, держи. Спасибо. Всего доброго. Вот такой магазинчик, ребята. Так, ребят, ну что, взяли продуктов немного. Сейчас едем к Алексею. Будем готовить ужин, располагаться, отдыхать.
Нормал? Все, Лёх. мы приехали, заехали домой уже, все. Леха там дрова колет. Сейчас печку будем топить. Дома уже прохладненько так. Ну, такая у Лехи хижина. Так и живет. Особо роскоши, конечно, нету. Печка, кровать. Ну, топит вот эту одну половину, так как дом большой, но дров не напасешься, дрова дорогие. Вот печурка. Ну, тут у него сетки, и вот такой небольшой быт. Леха сейчас дрова занесет. О. Рыжик. Рыбы пока нету, завтра рыба может будет у тебе. Бродяга. Время. А за сколько приехали, не смотрел? Ну, сюда обратно побыстрее приехали. Немножко подтапливал, уже думал, ладно, тебя жалеть не буду. А тут ты потом трубу сам уже выводил, да? Ты потом сам выводил эту трубу, да? Это я тут же это для этих, как его, для самовара. А, было, ну. Я его расширил, подолбил. Это для самовара было. Ну да. Приезжал, блядь, тоже на Новый год приезжал. Ко мне приезжал, а меня дома не было. Братцы, ну чё, в хате тепло стало. Картоху поставили с тушняком, жарится. Леха тут собак кормит. Нормально, сейчас поужинаем. Промерзли сегодня. Ну я устал, конечно, ребят, капец. Так не уставал вообще. Столько унок за рыбалку я не бурил, наверное, даже по окуне. Лед метровый, блин. Ножи хотя и новые, но бурить тяжело. Печурка шает, тепло. Отлично. Кругом эти куски сеток, уже. Все. Две пары перчаток сегодня, все сырые, блин. Ну, Я потом без перчаток и работал. Да? Конечно, из-за этого, что, не да, руки. Давай, что? Налимка попался, хорошо. Дай бог, что, дай бог. Ну, трудов я тебе скажу, слышишь, вот так. Не, видишь, просто многие, вот, допустим, ну, многие думают, то, что вот, ну, поставил сеть и рыбу вот так. Ну, она же бывает, что никогда, бывает, А что... вот тоже, весной тоже сетки пустая, думаю, о, сетку кинул, и рыба попадет. А вот кинул, бля, вон сосед у меня. Вторую весну кидает, а рыбы нет. Почему? Потому что надо знать, где рыба идет. Ну да. Летом надо прочищать место, бля, я уже чищу, летом, да? Куски прорублю, там отпилил, утаскиваю, бля, сжигаю, убираю, потому что все зарастает. Там скосил. Ну да. Вон, Лег, смотри, вот набор. Да. Вот это все окунь. Вот эти блесенки, вот эти балансиры. Вот на окуне, пробуй. Вот все рабочие. Вот это блесна рабочая. На окуне. Вот щучку можно мелкую ловить. Вот рабочая. Все, выбирай твое. Спасибо. Ну что, 9:30 уже, будем отбиваться. Леха полезет на печку. Здесь у него печура русская. Вот. Пойдет на печку, ну а мне диван предоставил как гостю. Пошел на улицу, занесет дров еще на ночь. Так как морозы, подкладывает он еще ночью, протапливает. Вот, поужинали, что-то пообщались, что-то много всего интересного рассказывает. Когда у него была молодость, когда он рыбачил, ну, в этих корях, какие были рыбы, ну, какие уловы, точнее, были. Вот, ну и так в целом что-то. Короче, просто посидели, потрахтели. Спокойный, простой мужик. Ну, жизнь тоже покидала его. Ну, мне с такими людьми просто разговаривать. Проще некуда, ребята. Потому что, ну, человек не выбирает, как бы, да, ситуацию, судьбу, как бы, там, родственников и так далее. Это жизненные моменты. Сегодня у тебя так, а завтра бывает и так.
Жил в городе, работал, семья, дети. Ну, получилось, что сейчас вот в деревне вообще. И один. Ну, вот и так. Ладно, ребят, что? Отбиваемся, завтра встаем, завтракаем. Чай, май, ну и на проверочку. На связи. Братцы, доброе утро. 6:30. Проснулись. Леха что-то там за дровами пошел, за водой, собаку кормить. Поставил чайник. Сейчас скипячу воду, затарим термосы. Ну и в бой, ребята, съездим. Погода минус 20, минус 19 что-то. Сегодня пасмурно, солнца нету. Спал хорошо. Обычно в чужих домах я плохо сплю. Но тут, на удивление, спалось вообще шикарно. Как бы. Вот вчера устал так. Поужинали, 100 грамм выпил, все, раскумарило. Просто лег спать на одном дыхании. Все, ребят, сейчас чай пьем и потихоньку выдвигаться будем. Так что самое интересное впереди. Повезло, не повезло. После таких морозов рыба не стоит. Большое давление. Ну, не знаю, будет у Лехи продукт, рыба в запасах или не будет, вот это только одному Богу известно. Ладно, ребят, будем посмотреть. Так, ладно, что, заводимся. Куда? А, положи, сейчас Лех поставлю. Все, ехаем. Капюшон надевай сразу. Да? Ладно, погнали. Так, ребята, мы уже на реке. Потихоньку идем на подъем. Кураница стала колом вчерашняя. Просто промерзла. Можно прям в тапочках ходить. Ну все, потихоньку. Быстро не пылю. Леха сзади сидит. Сзади кружит сильно. Чтоб не замерз. Вот, идем потихоньку. Ну вот, как обещали, потепление, ребят, идет. Чувствуется. Вот. Сегодня уже пасмурно. На днях будет вообще классно. Надо не пропустить эти моменты и рвануть на рыбалку. Ну а пока идем. Так, надо топоры, бля. Топоры и ножик надо, где у меня ножик? Маленький ножик. Если что, резать. Так, друзья, ну что, добрались мы до места. Сейчас посмотрим, промерзла, не промерзла. Леха говорит, лишь бы сетка ко льду не примерзла снизу. Сейчас все раскопаем. Он как снег уплотнился, ребят, как шапка. Не примерзла, нормально. Он-ка. Здесь, ребят, я достаю и отвязываю. А с той стороны Леха уже будем доставать. Ну, сетка-то убирается, получается. Че, Лех, как ее этот? Ну, так и Просто доставать, да? просто, да, потом я выпущу дома.
Вон уже зацеп. Бля. Что такое-то уже зацепилось. А, тут рыба была, налим. Да, налим был, из-за этого не заходил, а не зацеп. А вот, ребят, первый. Да, прямо Что рвать-то? я говорю, надо было. Килограмм, Он просто и не залазил, слышишь, Лех? А? Он и не залазил. Но он упирался в лунку. Да. Потом я обратно потащил. Ну, видишь, не то один наверное ходит. Правильно ты сказала, видишь. О, подай. Язик. Есть 45-ку, ребят. А да тут не я тебе покажу. Сегодня нету надо ничего. О, сколько грязи, блин. Грязь. Грязь, да? Ну это точно не ну вот такие Андрюха и по О, налимчик. Да не покрупнее, чего. Что я паспорт могу сделать? Сделай, что? Ну вот, ребята. Вот так как-то. Два одинаковых. Рыба уже мерзнет. Руки, конечно, колом стали. Так, ребят, ну что, идем дальше. Маленькая здесь сеточка. Что-то тащит ее обратно кого-то. Что там? Крупный рыб попался. Погнали смотреть. Вот тоже грязь. О, налим, ребята. Тоже налимчик. Леха там костер разводит. Они обычно, говорит, костер разведем, чтобы руки греть. Груз. Еще один груз. Что-то как будто идет. Ох, неплохой. Налим. На озере есть налим, ребята. Ну, Леха, я думаю, уже с рыбкой будет. Какая-то ветка. И все. Вот она, ребят, коротенькая сеточка.
где-то может быть. Здесь у нас сотка, да? Там что-то сумму. Да. Ну сейчас, да, тут смотрите, дырка. Пойди оттуда. Ну, тут грязно. И нифига. Да, пустая, Лех. Пустая, ребята, вообще. Вот надо место, видите, тоже угадывать. Да, по краю. Я же тебе сказал, Лех, что там по краю лучше. Да, все, Лех, ага. Все, отвязал. Хорошо. Ну вот, видишь, бель вообще не ходит, да, Лё? Давление, я же тебе говорю. Давление. Налим-то еще передвигается, так как время его. Налим ходит. А тут он, видишь, на песок не ходит. Так, ну что у нас последнее. Тут очень глубоко. Прям вообще жестко. Жесткая глубина. Не знаю, есть что тут на глубине, нет. Ну давай, Лех, посмотрим. Глубоко. О, не идет, Тихо, все, пошел. до порядка. Глубоко. На глубине тоже не так. Давай, Лех. Пусто. Пусто, на глубине нифига. Я и сказал, что на мелях надо. Рыба ходит в мелях. Вот жареха, да, Лех? Ну что это же не результат, согласись. А? Или безрыбье рак рыба. Да, нормально сидеть. Ну, хоть не пустой, да? Да. И то вперед. Ну да, согласен с тобой. Ну что, братцы, едем до дому. Я завожу Леху, выгружаю его. Беру в поселок. Погостил у него отлично. Показал вам эту суету. Как да что, да почему. Ну вот, в целом нормально. Сейчас заеду еще в магазин, легких продуктов возьму там. Чай, сахар, муку. И до дому. Понял, что? Ну ладно, Лех, что, да? Ну. Давай, спасибо за гостеприимство. Не, спасибо тебе. Давай, жарь рыбу. Если что, созвонимся. Съездим куда-нибудь. Все, давай. Ну, друзья, все. Уезжаю домой. Дорога на поселок. Мои, наверное, соскучились уже, да и я соскучился. Вот так, ребята, живут мужики в деревнях. Ну, занимаются рыбалкой, охотой. Ловят и добывают на пропитание, чтобы существовать, как-то выживать. И это нормально, ребята, нормально. Я думаю, в деревне даже без каких-то там цивилизаций, там каких-то гаджетов можно жить, можно двигаться, ребята. Главное, наверное, не бухать. Потому что российский мужик в деревнях спивается, страшное дело. Если есть здоровье, есть руки, можно добыть рыбу, можно добыть дичь, будет мясо, будет рыба,
посадить картошку. Можно жить, ребята. Главное не погружаться в вот эту синюю атмосферу, так скажем. Пообщался, ребята, много чего интересного. Кстати, по поводу избы Леха поможет, покажет пару мест достойных. В целом все классно. Все, братцы, давайте буду завершать выпуск. Поехал домой. Все. Классно. Все классно. Все, ребят, всех обнял. Пока.